Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 1 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем 3 карты на отношения, 3 на работу, 2 на финансы и карта итога дня. Итак, у нас король пиковый выпадает как карта дня, а это значит, что сегодня день, когда мы будем очень довольны тем, что происходит. Это может быть и какая-то выполненная задача, завершенный проект. Это может быть какое-то мудрое решение. Это может быть, как профессионалы мы себя покажем. А также карта может часто говорить о том, что есть возможность помощи от людей, которые занимают высокое положение. Или, может быть, нам самим будет предложено повышение, будет предложено какое-то более такое комфортное положение в обществе. Да? Это может, кстати, часто быть и какая-то ответственность дополнительная, какая-то первая роль. Или, может быть, мы будем на большую аудиторию выступать, или в общем, что-то будет такое происходить, знаете, когда нас видно станет, когда нас станет заметно. У нас может появиться сегодня какая-то новая цель, новое направление. Может поменяться статус. Это может быть и в работе, и в отношениях. Может быть что-то связанное с политикой, да, какие-то важные будут проходить. Вот именно то, что вас лично касается, да, вот то, что связано с политикой. Может быть какой-то важный совет вы захотите получить и получите, да, то есть это то, что как-то повлияет на вашу жизнь. А для кого-то это может быть даже кто-то начнет свой бизнес в этот день. Хорошее время для того, чтобы передавать свой профессиональный опыт. Если у вас суды, да, это день победы в суде, или, допустим, это удачный день, когда начать можно все дела какие-то судебные. Если говорить о обучении, то здесь может быть удачная сдача экзамена, получение диплома, может быть какая-то хорошая репутация у вас появится вот вследствие каких-то ваших дел. Что еще важно, для недвижимости день хороший, хорошо находить нужную недвижимость, либо покупать недвижимость, но только если она уже довольно такая старая, да, то есть много лет ей. Или, допустим, вы продаете. Тоже для старой недвижимости очень хороший день. Также карта говорит о том, что можно покупать вещи какие-то очень практичные, надолго. Может быть, знаете, такие не очень красивые, да, но будут долго служить. Если вы любите антиквариат, тоже вот хороший день для того, чтобы найти то, что вам нужно, или продать что-то, вот то, что под старину. Сегодня как-то важно. Хороший день для того, чтобы приобретать часы. Хороший день для того, чтобы, допустим, обратиться к врачу, и вам поставили правильный диагноз, безошибочный. В общем, день очень такой серьезный, и, знаете, удача приходит через взятие на себя ответственности, удача приходит через администрирование, через решение вопросов, связанных с властью, и обязательно сегодня должен быть такой расчет. Трезвый, строгий, точный расчет. Вот это вот важно сегодня. Что будет помогать? 8 пиковая. Будут помогать люди, опять же, которые занимают высокое положение. Будет помогать ваша нацеленность на результат, взятие ответственности. И знаете, когда вы гибко действуете. Вот есть люди, допустим, которые вам что-то рекомендуют, а у вас есть свое представление. Вот все-таки лучше послушать то, что говорят. Вот очень важно быть гибким сегодня. А что еще важно здесь? Важно, знаете, не быть в изоляции. Важно идти к людям, да, общаться, спрашивать то, что вам важно, то, что вам нужно. Еще, знаете, очень важно сегодня уметь говорить «нет». Говорить «нет» себе. Да, может быть, какие-то неправильные у нас желания есть, завязки, привязанности.
говорить нет другим людям, если это не сходится с какой-то вашей главной целью. Или, допустим, вы хотите продать недвижимость по своей цене, а вам, допустим, ее очень занижают. То есть вот тоже нужно отказывать, значит, сегодня. Также карта говорит о том, что может быть какая-то опасность, и не нужно быть как бы невнимательными, да, то есть нужно реально оценивать то, что происходит. Вполне возможно, есть сегодня какая-то опасность для здоровья, для работы, в общем, для какого-то вашего состояния такого личного. Также карта может говорить еще о том, что может сегодня быть какая-то трудно преодолимая ситуация, которая создается не нами, да, это вот те условия, в которых мы находимся. Здесь не нужно спешить, здесь нужно набраться терпения, но от своей цели не отступать. И еще, знаете, что может быть здесь? Не нужно распространяться о деньгах, о какой-то своей удаче. Может, знаете, даже быть рядом с вами в окружении человек, который захочет как-то воспользоваться вашими благами. То есть здесь вот осторожней. Карта для того, чтобы нас предупредить, выпадает валет трефовый. Она говорит о том, что любые ссоры, споры сегодня не нужны, они только будут вредить нам. Любые зависимости нам вредят, и излишнее какое-то движение, да, то есть излишняя суета. В отношениях для тех, кто в поиске партнера, у нас король бубновый выпадает, а это значит, что вы можете познакомиться с близким человеком, вернее, познакомиться с человеком, который может для вас стать близким, во время путешествий, на отдыхе, у воды особенно, или во время каких-то покупок, сделок. Это может быть еще разговор с человеком, знаете, таким вот душевным, который все понимает. Человек, может быть, по профессии, допустим, там психолог или эзотерик, вот он может стать вашим другом. Теперь для тех, у кого уже есть отношения, десятка червовая выпадает. Карта говорит о том, что у вас в отношениях все сегодня будет благополучно. Человек, который рядом с вами, надежный, верный. Вы можете ему доверять, и, возможно, даже вот и придется вам к нему обращаться, может быть, сложная какая-то ситуация, да, вы пообщаетесь со своим партнером, и у вас все станет на свои места. То есть такая очень хорошая поддержка у вас от близкого человека. Так, что еще важно? Да, вы действительно сегодня можете какие-то вот семейные дела важные совершать, то, что для вас, для двоих значимо, да, это может быть и действительно приобретение недвижимости, это может быть изменение в статусе, да, то есть для кого-то это какие-то новые взаимоотношения для вас, да, это может быть предложение руки и сердца, это может быть брак, это известие о ребенке, допустим, да, для кого-то рождение ребенка, то есть, ну, в принципе, день очень такой серьезный и важный, как-то вот кардинально все меняется, но вот человек рядом с вами, он действительно вам верен, он вам близок, нужен и так далее. А для тех, кто в ссоре, дама бубновая выпадает, карта говорит о том, что у вас, скорее всего, будет несколько вариантов, как поступить, и вам будет трудно принять решение. Вот, может быть, и нужно сегодня принять решение по поводу вот вашего партнера, с кем вы поссорились. Возможно, вы сами ошибались на его счет, поговорить с ним лучше по душам, да, и выяснить истинную причину вашей ссоры. Скорее всего, вы сами измените свое отношение к нему, да, отношение к этой ссоре. А теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, семерка червовая выпадает, а это значит, что в работе у вас может быть какое-то улучшение, может появиться какая-то возможность для того, чтобы вот себя самым лучшим образом показать. Да? Это вот именно ваша работа, это то, как вы можете себя проявить самым лучшим образом. Знаете, работа по призванию может появиться сегодня, неожиданно. Кстати, не нужно отказываться от помощи. Может быть, кто-то из близких людей может вам помочь в поиске работы. Для тех, у кого уже есть работа, семерка трефовая. Карта говорит о том, что много дел, много хлопот,
Может быть, знаете, слишком неорганизованно все будет сегодня, или кто-то будет постоянно вмешиваться в ваш процесс, какое-то, может быть, недовольство, раздражение. Ну, карта говорит о том, что, может быть, вам нужно отдохнуть, может быть, вам нужен отпуск. Если вот у вас просто на пустом месте возникает усталость, раздражение и так далее, то значит вам просто нужно отдохнуть. Если же это обосновано, да, если действительно там вмешиваются люди какие-то, которые вам мешают, может быть, у вас действительно неправильно настроены производственные процессы, в общем, может быть, сложно работать в команде, то здесь, конечно, нужно решать вот это. То есть здесь уже простым отдыхом не обойдешься. Но в любом случае это просто временно все. Это сложный день, это может быть какое-то неправильное поведение в тех, кто вас окружает. Но в любом случае здесь все решается через труд, через работу. Либо, если есть возможность отдохнуть, желательно взять отпуск и действительно прийти в себя, привести себя в порядок. Для тех, у кого свое дело, десятка бубновая, карта говорит о том, что у вас может быть что-то новое входит в ваше дело, в вашу жизнь. Может быть, вы чему-то учились и сейчас начинаете новое что-то внедрять, практиковать. Может быть, здесь появляется какая-то важная информация для вашего бизнеса, да, может быть, вы давно думали, как решить вам какой-то вопрос, и вот как раз сегодня приходит нужная информация. Может быть, какая-то бумага приходит, подтверждающая там что-то важное для вас, да, может быть, какое-то разрешение. Может быть, вы будете заниматься анализом своей деятельности, да, вот думать, как лучше вам вести свое дело. Может быть, будете подводить итоги финансовые какие-то. В общем, здесь какая-то и бумажная работа, работа с информацией, и вот показать себя как профессионала. А теперь посмотрим финансы. Для тех, у кого зарплата, семерка пиковая, карта говорит о том, что это вот прям вы можете получить деньги. Может быть, деньги вот в наличке, да, это может, конечно, и на карту перечисления, но вы здесь можете их легко оттуда снять. А также карта говорит о том, что можете тратить деньги на какие-то бумаги, на отправку какой-нибудь корреспонденции, или, может быть, будете оплачивать какие-то доверенности или еще что-то вот в этом роде, счета какие-то можете тоже оплачивать. Для тех, у кого свое дело, кто зарабатывает своим делом, выпадает Джокер. Может быть какой-то выигрыш, может быть как-то неожиданно разворачивается ситуация, и у вас какой-то новый источник дохода может открыться. Особенно если вы планировали в своем деле начать работать удаленно, через интернет. Может быть, какие-то программы в свое дело вот встроить, скажем так, да, связанные с интернетом. Вот это даст вам очень хороший доход. Если не сегодня, то в ближайшее время. И по итогу дня у нас выпадает девятка трефовая. Карта говорит о том, что будет в конце дня такое ощущение, что вы использовали все возможности, все шансы, которые только можно. Карта, в принципе, такого удовлетворения, знаете, может быть, даже усталости какой-то после большого количества дел, большого количества общения. Также карта может говорить знаете, о том, что вы поймете, что в вашем окружении есть какие-то люди, которые вас обманывают или манипулируют вами. В общем, как-то может открыться какая-то неприятная правда. Ну, то есть, с одной стороны, она неприятная, с другой стороны, на благо, да, потому что те люди, которые вот в нашем окружении нами пользуются, конечно же, они нам только вредят, они нам не нужны, да. И если это открывается, для нас это, конечно, только благо. Немножко просто разочаровывает это, но все-таки это к лучшему. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!